В Башкирии 13:31. Добрый день. Это программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков и наш сегодняшний гость, экономист Рустем Шаяхметов. Добрый день, Рустем Раисович. Добрый день. Призываю вас ставить лайки для желающих помочь аспектам. В описании трансляции есть ссылки на соответствующие сервисы и реквизиты криптокошелька. Ваша поддержка важна аспектам. 5 дней прошло с момента юбилея 450-летия Уфы. Какое у вас послевкусие и какие дивиденды, главное, принес этот юбилей, многомиллионный, да, с многомиллионными затратами для уфимцев и жителей республики? Ну, я думаю, результатов не будет, потому что это не экономическое мероприятие. Это первое. Второе, то, что прошли ряд таких праздничных мероприятий, это, конечно, красиво, хорошо. Но, к сожалению, вот моя позиция, да, я просто хотел бы... Вот, понимаете, есть понятие идентичность. И вот здесь то, что посвящено именно Уфа. Допустим, если бы провели карнавал, посвященный вот возникновению Уфы, ее истории, я думаю, это было бы более интересно и как бы... А так праздник, конечно, состоялся, но он как вот типовой. Вот, то есть для круглой даты, наверное, было бы лучше не сколько артистов тащить из центра, а сколько продемонстрировать, наверное, историю, культуру. Вот у нас же много чего интересного в Башкирии и в Уфе. И если бы это показали, это было бы вот великолепно. А вам бы сказали, вот, да какой карнавал сейчас? Вон, неизвестно, что-то вон творится в Курской области и вообще СВО. Вопрос, может быть, не карнавал, шествие, но, допустим, те же стрельцы, допустим, да, там еще что-то, то есть, ну, типа небольшого парада, наверное, было бы правильно называть, чтобы вот показать, вот мы говорим, что надо сохранять традиционные ценности, да, надо сохранять культуру, традиции. А с чего начинается? Вот предложите какой-нибудь девушке одеть традиционный костюм башкирский. Не оденет. Предложите русской девушке, русский национальный. И тоже будут большие проблемы. Дело в том, что если вот сейчас молодежи показать традиционный наряд, допустим, чувашский и татарский и башкирский, многие не отличат. А это вот с этого начинается идентичность. Мы же должны все равно, как бы ни мы говорили россияне, но есть татары, башкиры, чуваши, марийцы. И это тоже важно. Это объединение культур. И это первое. Второе, мы должны помнить свою историю. Вот если взять непосредственно, как возник город, если мы начнем опрашивать многих, а ведь многие не знают, да, вот 450, наверное, помнят. А как он возник? Вследствие чего? Почему? Ведь дело в том, что вот эта крепость, которая возводилась, да, она возводилась напротив ставки Ногайского хана. И это вот, если бы вот это все было и красочно преподнесли, это было бы очень красиво, интересно и познавательно. Прежде всего, молодежь. Ну, это требует усилий. А все-таки многие спикеры окрестили этот юбилей как праздник освоения бюджетов. И на самом деле, если посмотреть, это так. Но ни один объект юбилейный до логического завершения все-таки не был доведен. На ваш взгляд, почему? И вроде как бы и докинули еще 3 месяца, перенесли как бы празднование. Была фора все-таки. И денег, по-моему, завались. Но почему же не успели-то? Ну, это касается государственного управления. Если государственное управление вовремя не поставит задачи, вовремя не организует его реализацию, то вот получается то, что мы видим. Можно спорить о многих объектах. Например, я считаю, дворец борьбы — это излишество, которое не особо нуждаемся. Да? У нас есть другие спортивные объекты, которые могли бы заменить это. В частности, вот Римма Баталовый центр, да, его могли бы дооснастить, и это было бы нормально. Просто пристроить еще один Ну, завод. может быть, да. Или же там посмотреть возможность трансформации существующих помещений. Я его, то есть там хоть несколько раз бывал. Уфа-арена прекрасно Уфа-арена тоже. Баскетбольную площадку или там еще в какую-нибудь. Вот. Я просто имею в виду, у нас вот этот помпезный дворец, но мы его построили, а дальше его надо обслуживать. Это тоже бюджетные средства. А у нас с бюджетом аховая ситуация. Потому что у нас дефицит бюджета где-то на уровне 20 миллиардов рублей. Ну, это, чтобы для понимания, это половина годового бюджета Уфы. Вот. И поэтому и долг государственный растет
Вот не просто, вот он кратно растет. И если мы раньше числились в очень хорошем положении, финансовом положении бюджета, то сейчас мы уходим в несколько другую стезю. Вот сейчас мы как бы по финансовой устойчивости где-то середнячки, но если это продолжится, мы будем уже на грани стратегической угрозы выполнения социальных обязательств перед населением. Но я думаю, что власти республики не входили бы в эту реку, если бы не знали бы, где потом не закрыть кассовый, как потом не закрыть кассовый разрыв. Наверняка есть какие-то механизмы или договоренности, не считаете? Договоренности, может, и были, но в жизни все меняется, это раз. А второе, надо рассчитывать, опять же, все на свои средства, на свои силы. И третье, надо четко рассчитывать, что мы хотим получить. Потому что реализация проектов, которые генерируют расходы, необоснованно, формирует то, что бюджет мало что недополучает средств, он еще теряет на содержание этих объектов. И вот взять та же набережная, один из примеров непонятного освоения средств. Да, мы построили этот объект, но это же по сравнению, вот я был в этом году в Самаре, вы знаете, вот небо и земля. Ну, Самарская набережная и Самарская набережная. Но кто нам мешал создать точно такую же, тем более у нас природа сопоставима, и мы могли бы это сделать, но мы не поставили такой цели. Ну, наша набережная реки Белой строилась изначально, как я сейчас помню, гидротехническое сооружение, как защита от паводков. Кто поставил такую цель, задачу? Господин Хамитов, видимо, я так предполагаю. Это до него еще началось. Вопрос в том, что у нас есть понятие преемственности власти. Это раз. Второе, если бы поставили помимо этой задачи создания общественного места, зоны, с самого начала, вот многих миллиардов затрат не было бы. И она приносила бы... Вот сейчас она генерирует убытки, расходы бюджета. А так бы генерировала доходы бюджета. Как, допустим, в Казани. Ну и в той же Самаре, там же, вот посмотреть, там она полностью живая, там есть пункты питания. Там нельзя сказать, что прямо изыск, как. Но они правильно поставили пляж, что от центра можно буквально за 5 минут спуститься и искупаться в Волге. Классно же. Вот. То же самое можно было бы продумать у нас, но у нас нет системы пешеходной доступности, как, допустим, взять Сипайлово, да, но там же можно было обустроить как следует, то есть, чтобы и на пляж было выходить, точки питания, точки общественного пространства. Но у нас нет единого подхода и нет системы, как бы это развивать. У нас какой-нибудь проект возьмут, его куда-то воткнут, и мы кричим, потом что-то получается, что этот объект не разродился. Вот, но мы как бы вот постоянно в движении того, что, вы знаете, вот сейчас плохо, а вот через несколько лет будет хорошо, а в результате у нас все остается примерно на том же уровне. И взять раскопанную, как сказать, улицу коммунистическую, допустим, да, другие улицы, которые, фактически они не приведены в надлежащее положение. И в соответствии с этим, то есть, надо рассчитывать силы, и везде ли нужна вот эта брусчатка, которую везде выложили. Вот. Где-то можно было обойтись и как бы, чтобы асфальт остался, но самое главное, чтобы люди могли нормально ходить, да. И одна из проблем, извините, когда по проспекту Октября или же Салавата Юлаева, которые являются магистралями города, центральными, колейность такая, что, можно просто, как есть анекдот, что включил скорость и едешь, а из колеи не выскочит. Но скоро мы к этому придем. Интересно, вот через 50 лет какие проблемы будут у города? Вот даже просто... Ой, не знаю. Я надеюсь, что эта запись сохранится в YouTube, и потомки посмотрят. Возможно, я надеюсь, что решат вопрос с пробками, которые вот она перезрела, да, и все-таки будут более системно относиться к пространственному развитию города, а то у нас постоянное метание. В результате вот эта хаотичная застройка, она шла, идет, и никто на это особо уже и внимания не обращает. Люди устали бороться. Вот
честно говоря, вот я со многими общественными активистами общаюсь, они просто очередной раз выкладывают какой-нибудь такой перл и говорят, как это может быть. Обращайтесь в прокуратуру. Прокуратура начинает что-то делать, зачастую заставляет переделывать. Но за это же никто не несет ответственность. И у нас вот эта перманентность, она продолжается. Я представляю, что в 1974 году будет обсуждаться перекладка дороги Уфа-аэропорт. И вполне возможно, а может быть, с учетом беспилотного транспорта, что вот центральный аэропорт не потребуется. Мы не знаем будущее. Потому что, если посмотрите, как развиваются беспилотники. И вполне возможно, что вот как раз положительную часть решения с пробками и парковками решится с тем, что переход на беспилотный транспорт позволит отказаться многим от транспорта, потому что своего личного, потому что использование вот этот беспилотный транспорт, он значительно дешевле и лучше, как, например, в Ухане сейчас 1000 беспилотников такси развозят людей. Ужасно. Почему ужасно? Это хорошо. А как? Так это же потеря рабочих мест. А у нас проблема не в дефиците рабочих мест, а не излишки. У нас проблема-то в чем? В течение 30-летнего периода в России постоянно снижалась рождаемость. И сейчас мы пожинаем плоды. Но, опять-таки, реальных дел по увеличению рождаемости и численности населения у нас не принимается. И в результате, если посмотреть, допустим, по стат-отчетности, то у нас коренное население в Башкирии уже лет 8 или 10 сокращается за счет мигрантов. А мигранты увеличиваются. Смотрите, мы о демографии чуть ниже поговорим. Да. Завтра выборы начинаются, стартует трехдневное голосование. Пойдете? Нет. А почему обоснуйте? А за кого голосовать-то? Там целый список кандидатов. Понимаете, вот эти кандидаты, они еще как-то занимаются какими-то небольшими проблемами, но они не решают кардинально. Вот взять, допустим, почему застройщики могут нарушать правила или же идут на грани? Потому что наши местные законы им позволяют. Они принимают такие нормативные правовые акты, которые позволяют застройщикам доминировать на нашем пространстве. И это касается и муниципальных. И второе, вот знаете, вот я так получилось, что я знаю фактически все политические партии, и кроме новых людей, вот лично, и руководителей, я скажу, они не отличаются друг от друга. Вот взять тот же КПРФ, эсеры, там ЛДПР, многие там те, которых не взяли в Единую Россию. Вот и все. И они, в основном, кто попадает в депутаты, они решают свои бизнес-проблемы или личные проблемы. Смотрите, там Шайнуров, кстати, он же, по-моему, бизнесмен сам, по идее. Да, он бизнесмен и хороший бизнесмен, кстати. Он в своей агитации, вот эта бесплатная агитация, которая крутится на телеке, он там за реприватизацию, за национализацию там БСК, там Башнефти, в общем, все назад, пересмотр, приватизация. Чего вы против меда? Ну, вы знаете, первое. КПРФ, она стала как некой сектой, в которой жрецы очень хорошо живут, но они смотрят, вот смотрите, как было там 30 лет назад. Вот. Но дело в том, что КПРФ и КПСС — это две разные партии, две разные идеологии. В основном члены КПРФ, есть там романтики, есть и честные, никак не то, что... Я не хочу сказать, что там нечестные, да, но там в основном преобладает оппортунистические настроения, и действие это подтверждает. То есть посмотрите, сколько рабочих в Госдуме от КПРФ? Ни одного. Зарплаты у них такие, что у некоторых то есть их месячная зарплата, если посмотреть, больше, чем среднемесячная, среднегодовая зарплата в Башкирии. Вот они будут сильно заботиться о материальном благе населения? Нет? Вот эти сильные разрывы в доходах породило в том, что вся политическая элита, включая так называемые оппозиционные партии, они работают в едином ключе.
есть некоторые ритуальные вещи, которые они заявляют, а в реальности они не собираются выполнять. Ага. То есть терминал и не более. А? Ну, это же ритуал. Вот чтобы, когда об этом говорится, то некий пенсионер, помнящий, как он хорошо жил в Советском Союзе. Да, последнее, кстати, если взять вот период Советского Союза, за исключением после того, как пришел Горбачев, некоторое время было улучшение, а потом пошло резкое падение. Жили сравнительно неплохо. И он это помнит. Он помнит, что если коррупционер попадался, он садился реально в То есть тюрьму. это игра на ностальгию сейчас у современных КПРФ. Ну, да, это игра на ностальгии, которая приносит определенные политические Так дивиденды. зачем Шайнуров-то играет на этом поле, если он знает, что его... Но его не выберут, и он это Нет, тоже понятно, знает. что мы все прекрасно понимаем. Но его аудитория-то молодежь. Он же сам молодой. Ну, молодой-то как бы... По сравнению с Кутугужиным. составом бюро КПРФ, он молодой, а в среднем ему около 60. Насколько я помню. Я, может быть, ошибаюсь. Нет, моложе. Ну, сколько? Ну, 55. Вот. Не, но все равно, то есть как бы он делает ставку на тех же уже глубинных, допустим, пенсионеров, которые, вот, как вы говорите, ностальгируют, хотя он сам еще и предприниматель, то есть он еще борется с предпринимателем, будучи самим предпринимателем. Тут немножко... Ну как? Это политика, и он говорит то, что от него ожидают. Он понимает, если он будет говорить то, что он думает, то большой долей вероятности в себе голосов он не прибавит. Ну, плохо. И большинство, те, которые его слышат, они не знают его как предпринимательскую деятельность и прочее. Не, он сам по себе достаточно обаятельный, интересный человек. Тут ничего не сказать. Но как представитель левой идеи, здесь я сомневаюсь. Как вы можете прокомментировать приключения коммунистов в Уфимском районе? Я сейчас вижу, что наконец-то Рустам Хафизов получил удостоверение кандидата, будучи еще 29 августа подписанное. У них все равно не осталось времени даже на какую-то минимальную агитацию. Ну, давайте начнем с того. Вот в свое время Рудского не допускали к губернаторским выборам в Курске. Его зарегистрировали за день или два до выборов. И он блестяще их выиграл. Потому что он озвучивал и пытался реализовать те вещи, которые ожидали избиратели. А что предлагают вот эти незарегистрированные депутаты, кандидаты в депутаты? То же самое, что и единороссы. Ничего. И никто из этих, я думаю, кандидатов, я их не смотрел, я не уверен, что они работали в общественном поле до начала выборов. А выборщик, то есть избиратель у нас вспоминает к моменту выборов. Вот. И второе, что, если говорить по самому Хафизову, у него опыт есть работы в городском совете, у него есть опыт государственного собрания. Да? А какие законопроекты он предложил? Реальные, улучшающие жизнь. Давайте посмотрим. Какая его реальная деятельность? Потому что основная деятельность, это касается законотворческая. И вот здесь как раз возникает вопрос, что очень часто КПРФ выдвигает какую-то инициативу, потом видят ай-яй-яй, и тут же эту инициативу себе отзывают. Рустам Фаридович, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, в чате трансляции, какие у вас были законопроекты, мы с удовольствием их зачитаем. Давайте дальше пойдем, у нас есть еще тема. Вот учебный год настал на этой неделе. С чем я вас, кстати, поздравляю. Спасибо. Но я много видел фотографий, очень часто многие дети стоят хмурые, а родители счастливы, наверное, то, что они будут пристроены. Да. Вы давно уже обсуждаете доступность дополнительного образования и спортивных секций. Да. Это та неотъемлемая часть системы воспитания, которая просто нужна и необходима для воспитания полноценного человека. Да. Как сейчас стало? Осенью 2024 года намного лучше, намного хуже? Не изменилось? Вы знаете, вот эта доступность, вернее как, есть понятие финансовая доступность. Вот как была низкая финансовая доступность для многодетных семей, потому что такое ребенок в секции? Это 3000 в месяц только за секцию платить, да? Плюс к этому платить надо за форму, платить там еще, то есть сборы, прочее, это тоже за счет родителей. И в результате получается, что для многих это просто недоступно.
Поэтому больше половины детей, они не посещают вот эти секции по финансовым причинам. Это вот факт есть. И ничего, к сожалению, в Башкирии не улучшается. В Москве, например, есть определенная система поддержки, и в Нижнем Новгороде. Но я скажу, надо кардинально что-то менять, потому что одна из причин, почему сейчас падает рождаемость, потому что родители не уверены, что они смогут дать полноценное образование. Что такое полноценное образование? Это уже не только школа, это высшее образование, потому что значительная часть идут дальше учатся. Что такое, если ребенок поедет в другой город учиться? Ну, минимум 30 тысяч надо искать денег ежемесячно, правильно? Вот считайте, у многодетной семьи 3 человека учатся. 90 тысяч. А на что жить? Ну, опять же, мы, видимо, возвращаемся к теме строительства дворца борьбы за многие миллиарды рублей. Но это один из моментов, то есть надо заниматься прежде всего, государственное управление прежде всего эффективно тогда, когда люди комфортно себя чувствуют. И это должна быть комфортная городская среда, это должна быть хорошая зарплата. А у бюджетников, посмотрите, мы, когда в Бурзянском районе средняя зарплата учителя где-то 32 тысячи в месяц, он же выживает. Реально, кто на эту зарплату поедет в Бурзянский район? Объясните. Но есть же множество государственных программ, там, поддерживающие учителей, доплаты какие-то там, стимулирующие. Давайте, вот есть факт, статистика, да? По статистике вот говорится, вот такая зарплата есть. Есть определенные программы, как, допустим, земский учитель, да, там некие суммы есть, но там же единицы. Посмотрите, у нас потребность тысячи, у нас свыше 30 тысяч работающих учителей в Башкирии. Нехватка где-то уже, реальная нехватка, как минимум 15-20%. Потому что сейчас это скрывается тем, что люди работают на 2 ставки. Зачастую в сельской школе один учитель преподает географию, математику, физику, потому что некому. Или же преподаватели, которые давно за пенсионным возрастом. Я не хочу сказать, что это как бы плохо, если человек в состоянии работать, его надо поддерживать, но он не может, его надо проходить квалификацию, повышение и прочее. И здесь и платить достойную зарплату. Будет достойная зарплата, будет все остальное. У нас, кстати, по заработной плате у нас учителя получают меньше на 20%, чем в Татарстане. Ну, отсюда и понятно. Допустим, в Бурзянском районе 30 тысяч получают, а в Москве 112 тысяч. А в Питере порядка 90 тысяч учитель получает. Угу. Ну и куда поедет молодой учитель работать? В Москву, Питер или Бурзянский район? Вот, кстати, интересно, вы затронули вот эту программу. Я вам другую программу приведу в пример. Это «Земский доктор». Да. И выяснилось, что, оказывается, Минздрав отказывает по тем или иным причинам врачам участие в этой программе. Мы знаем уже 2 таких кейса, когда 2 молодых врача пытаются через суд попасть в эту программу. Это Алина Султанова из Учевов и педиатр Кристина Ильина. Вот, они пытаются через суд попасть в эту программу, чтобы получить соответствующие выплаты. Но Минздрав упирается, никак не хочет. Почему здесь? Ведь, в принципе, люди сами хотят, намерены, готовы. Насколько я знаю, по одному кейсу человек работает в сельской больнице, реально. Но суть состоит в том, что он где-то там в какой-то программе участвовал и вышел по какой-то причине. Я вот точно не знаю, может быть, в этом, но суть состоит в том, что сейчас, что хорошо, есть специальные доплаты для врачей, которые работают в сельской местности и в малых городах до 50 тысяч. Если я не ошибаюсь, доплата 50 тысяч в месяц. То это, конечно, какое-то уже решение проблемы. И я считаю, вот такое же надо делать для сельских учителей. Тогда мы что-то... Вот вопрос с образованием у нас аховая ситуация. Я скажу так, что у меня дети поступили в этом году в хорошие вузы. Но во многом они поступили из-за того, что они занимались с репетиторами. Стоимость этих занятий сопоставима с оплатой коммерческого обучения в Москве. Потому что сразу 2
тащили, да, ну, как тащили, оплачивали. Вот. Я рад, что они поступили, я рад, что они будут учиться, и я надеюсь, что они сумеют продолжить достойное образование. Но суть состоит в том, что качество образования школьного значительно хуже, даже не в советское время, сопоставимо. То есть, опять-таки, там было другое образование. Вот. Но это сопоставимо где-то, что это было лет 12 назад. Почему? Потому что у меня старшая дочка заканчивала ту же школу, что и младшая дочка, да, и старший сын. И, я скажу так, ее качество образования было выше сравнительно с других образовательных учреждений, в частности, в России, вот, чем сейчас. Так, еще вот такой момент, пока не забыл. Что за история с проектом стратегии социально-экономического развития республики, который 2 суток провисел на сайте, на портале правовой информации и исчез оттуда? Почему его стерли? На доработку отправили или, может быть, что-то не так? Ну, я не знаю, что они как решили, да, но в целом сама по себе стратегия, которая была еще разработана при Хамитове, знаете, она вот со значительными дырами, я бы сказал, и изъянами. Многие показатели, они заранее были невыполнимы. Как, например, суммарный коэффициент ожидаемости, если я не ошибаюсь, должен был достигнуть 1,8. Сейчас у нас 1,4. Что такое 1,8 суммарный коэффициент ожидаемости? Это и уже сокращение населения. А 1,4 это уже, ну, скажем так, на уже 70% восполнения существующего населения, при этом еще бывает младенческая смерть и прочее. То есть это где-то вот 2/3 населения, которое восполняется, оно восполняется. А остальная 1/3, это, получается, уменьшение будет через некоторое время, потому что, ну, смертность идет. К сожалению, у нас смертность в 1,5 раза больше, чем рождаемость. И в результате у нас вот мигранты только как-то частично компенсируют, но опять-таки в Башкирии не так много едут мигранты, как, допустим, в Татарстан, Москву, Московскую область. Но, я скажу так, есть регионы, у которых лучшие зарплаты, лучшие условия жизни, и люди в основном едут туда. Сейчас Владимир Путин выступает на экономическом форуме в Владивостоке, и вот некоторые тезисы, которые цитирует сайт ТАСС, зачитаю вот буквально об экономике будущего. Допустим, то, что касается экономики будущего, строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры. Цитата. «Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике». Конец цитаты по Путину. Что думаете по этому поводу? Не возврат ли к социализму? Я скажу так, это всегда было. То есть, если взять советские заводы, да, они всегда шли с социальной инфраструктурой, потому что, ну, если в пустом месте строится завод, без людей он просто, как сказать, разрушающее помещение. Ну, вот да? же Аугу построили, там же нету города-спутника. Не, ну как, они рядом с Стерлитамак, Салават сейчас рядом, под Уфой расширили. Но сами условия там, она неэффективна, но давайте вот вернемся. Вот взять, допустим, Иннополис, да, который построил Татарстан. Оно не промышленная, это научная сфера, но они полностью выстроили социальную инфраструктуру. Или Алабуга. Они тоже, у них социальная инфраструктура, есть специальные жилые помещения, в которые расселяются работающие там люди. Ну, это вот комплексный подход. И здесь, я считаю, тоже должен быть комплексный подход, тем более Дальний Восток, если мы хотим, чтобы он развивался, а это во многом наше будущее, я скажу так, ресурсодобывающее, во многом и транспортное, потому что очень много идут транспортных потоков из Азии в Азию, то, в принципе, без социальной составляющей нельзя. Это понятно. Ну, вот, допустим, тогда что делать директорам крупных заводов, предприятий, фабрик? Они все эти годы избавлялись от общежитий, санаториев, детсадов, какой-то социальной нагрузки. Не, давайте вот мы разделим бизнес и социальное. То есть социальную инфраструктуру должно создавать государство. И Иннополис, когда создавался, основные первоначальные вложения это были государства. Поэтому взваливать на бизнес социальные обязательства — это неправильно, потому что это ухудшает их конкурентное положение на рынке. Потому что чем больше у них издержек, значит, у них меньше доходность. И заинтересованность инвестирования у них падает.
Другое дело, ведь есть разные проекты. Допустим, во Владивостоке, если ставить завод, да, там, в принципе, инфраструктуру социальную строить нет большого смысла, да. Если мы где-то начинаем осваивать новые там карьеры, там еще что-то, то да, тут надо строить, и во многом зачастую это вынуждены заниматься и сами предприниматели, потому что они понимают, иначе их объект не заработает. Также Владимир Путин предложил, цитата, «подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций». Что думаете по этому поводу? Ну, Китай рядом. То есть он потребитель? Он один из крупнейших потребителей энергии, и в том числе электрической, и вполне возможно, если мы договоримся, что мы туда будем поставлять электроэнергию, он не будет отказываться. Но он просто тоже, опять-таки, надо понимать, что до определенного доли они не возражают, после определенной доли они будут сдерживать эти поставки, потому что есть понятие стратегической безопасности, она везде есть. Ну, это капризный потребитель достаточно тогда. Почему капризный? Это большой потребитель, и у него особые требования, правильно. Чем больше потребляешь, тем больше можешь выставить требования. Тогда ты можешь требовать любые скидки? Нет. Ты можешь... Дело в том, что любое, как поставки услуги, товара, это договорное. Если ты видишь, что тебе выгодно поставлять товар за 100 рублей, ты его будешь поставлять. А если невыгодно, ну, значит, не будешь поставлять. Кто тебя заставляет? Но надо просто при возведении данных объектов надо сразу учитывать, что если мы будем поставлять на экспорт, на каких условиях мы это будем делать. И потом дело в том, что вообще атомная энергетика — это большое будущее, потому что это, кстати, зеленая энергетика считается при выполнении определенных условий. Дело в том, что это замена ископаемого топлива. И она значительно дешевле, чем, допустим, газовая генерация или же угольная генерация. И поэтому, в принципе, замена выходящих там тепловых там, гидроэлектростанций, то это вполне хорошо. Но гидроэлектростанции вряд ли будут выходить, они долгосрочно, а вот ряд тепловых, да. И потом у нас есть, допустим, водородная тема, которая, ну, в принципе, имеет большие перспективы. И эти атомные электростанции могли бы вырабатывать водород, когда не пиковая нагрузка, они могут вот вырабатываемую энергию направить на это и поставлять этот водород на азиатский рынок. Тоже вариант. На ваш взгляд, когда-нибудь все-таки дойдет дело до возобновления строительства АЭС в Агиделе? Или уже все можно ставить крест? Я не знаю, это касается Росатома. В принципе, там инфраструктура, она до сих пор, если ее использовать, ну, я думаю, процентов на 30-40 там возможно, но я не специалист в атомной энергетике. Место было удачное. Я к тому, что есть потребители у нас здесь, хотя там 33 регионов. Я скажу проще. Татарстан и Башкортостан — это энергодефицитный регион. Нам больше поставляют, чем мы. И поэтому потребность есть, тем более, давайте так смотреть, там Нижнекамская агломерация, то есть, ну, это набережные Челны, там прочее, то есть там мощные энергетические комплексы плюс промышленный комплекс, которым требуется электроэнергия. Плюс Нефтекамск, достаточно крупный промышленный комплекс, и второе, тут надо посмотреть, то есть Пермь рядом. То есть вообще это актуально, но опять это большие инвестиции, на сколько готов будет Росатом туда вкладываться. Я просто на днях вспомнил, что читал новость о том, что даже Украина в его готовности возобновлению строительства Черкасской АЭС и города Орбита к 50 году с объемом в 2,8 мегаватт. Ну, я еще раз говорю, дело в том, что, несмотря на то, что это достаточно большие инвестиции, стоимость атомной генерации значительно в разы меньше, чем тепловая. Единственное, там они не... Вот если они поставляют там 1 мегаватт, да, установленной мощности, они вот и поставляют. Он не может, как тепловая генерация, она позволяет, то есть в час пик резко увеличить, а потом снизить. Почему вот у нас есть тепловая генерация, она как бы
Но если эти вопросы решать, то и в целом, то есть у нас есть определенное стабильное потребление электроэнергии, которые на себя могли бы взять гидроэлектростанции, АЭС, тем более гидроэлектростанции, у них тоже бывают пиковые нагрузки, то есть возможности, то есть зависимость от уровня рек, прочее, прочее, прочее. Также Владимир Путин заявил, что Байкало-Амурская магистраль должна стать не только полностью двухпутной, но и полностью электрифицированной. Ну, собственно говоря, видимо, и будущий потребитель. Так ведь тема с БАМом уже давно, уже, по-моему, закрыта, и уже, по-моему... Ну, есть ряд один путь, то есть это есть, и это двухпутно, она значительно повышает провозные возможности. Второе, дело в том, что Китай очень много поставляет, и как бы там вот эти все катаклизмы уйдут, там санкции и прочее, а потребность поставки, они останутся. Тем более сейчас использование тяжеловесных составов плюс беспилотное, то есть автоматизированное управление этими потоками, стоимость доставки становится сопоставима с учетом скорости еще с поставками морскими. И вполне возможно, что здесь еще сыграет свою роль вот это все. То есть я за. И второе, что такое электрификация? Это означает удешевление стоимости перевозок. Да, вот о Севморпути, кстати, тоже он сказал. Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути вырос в 5 раз по сравнению с советскими временами и уже превысил 36 миллионов тонн. Ну вот, видимо, подтверждение. Ну, понимаете, 36 миллионов тонн — это ни о чем. Это для... У нас в Башкирии перевозки 26 миллионов тонн. У нас... Ну, чтобы было понимание. Понятно. Ну и также он сказал, что Россия в гражданских целях запустит на Дальнем Востоке проект по беспилотным летательным аппаратам. Звучит страшно, на самом деле. Ну, почему? Вы тут таксистов упомянули, а если тут еще и кукурузники полетят без пилотов? Вы знаете, в Китае уже такие беспилотники используются. Они недавно испытали 2-тонный, полностью автоматизированный беспилотный аппарат. Он летает до 7 тысяч, высота до 7 тысяч метров. Вот, радиус, по-моему, то ли 700, то ли 1000 километров. Дело в том, что, смотрите, это в 2 раза дешевле получается, чем доставка пилотируемой авиации. Многие товары, которые особенно, скажем так, дорогие, это начиная с электроники начнем, вот, там это доля процента или процент, и поэтому для них это выгодная поставка. И потом это же оперативность. И я думаю, это будет развиваться, и так же, как развиваться будет беспилотный наземный транспорт, как, например, взять М-11, М-12, там система уже разработана, то есть там по М-11 это прежде всего соединение Москвы с Питером, там класс беспилотный в автомобиле получается 4, это почти что человек фактически вмешивается только в определенных случаях. Но он все равно присутствует в кабине. Он пока присутствует, но я думаю, скоро он будет отсутствовать совсем. И вот эти транспорт, он будет развиваться, потому что удешевляет, а второе, у нас большой дефицит кадров, и это позволит решать проблемы. Тем более оборачиваемость транспорта, она значительно выше. Но всем понятно, что роботу не надо отдыхать, роботу не надо ничего делать. Вот надо вот ТО вовремя проходить, где-то менять что-то, и автомобиль то же самое. Вот. И я думаю, это будет сильно развиваться. Давайте вернемся к нам в Башкирию. Депутат Госсобрания Башкирии, писатель Айгиз Баймухаметов предложил ограничить использование английского языка в вывесках на региональном законодательном уровне. По-моему, тему они мусолят уже 2 года, насколько помню. По его словам, такие законодательные инициативы уже приняты в ряде регионов страны. Предложение депутата озвучил на заседании Комитета парламента по науке, образованию и культуре. Ну что, опять на те же самые грабли? Но давайте посмотрим. Мы хотим развивать туризм, да? Вот приедет англичанин, ни одной вывески нет. Мы хотим развивать, чтобы к нам едут китайцы, но, к сожалению, в Башкирии их очень мало. Нет вывесок на китайском, как он будет ориентироваться? Все страны, которые развиваются туризмом, они стараются эти вывески вывешивать на тех языках, на которых приезжают туристы. Вот эти все названия, они никак не влияют на развитие языка. Давайте так, вот мы все названия у нас в Башкирии сейчас дублируются на башкирском, правильно?
Увеличило ли это людей, знающих башкирский язык? Ну, дискутабельный вопрос, на самом деле. Мы не можем сказать, что да, и не можем сказать, что нет. Нет, потому что язык востребован тогда, когда он используется. А он не используется в государственном управлении, он не используется в других сферах, в образовании, в частности. Вот сколько у нас башкирских гимназий? Раз-два и обчелся. У меня сын учится в такой. Вот. Это одна? Две гимназии? Он знает хорошо башкирский язык? Ну, Он владеет им? ну, Вот. Вопрос в том, что если бы он выходил и на улице говорил по-башкирски с другими, то да, вот, допустим, в 50-е годы это была такая история. Надо, прежде всего, создавать как бы общественные пространства языковые. Они должны быть не обязательно территориальные, но проблема языка — это проблема выживания народов, и это, вот эта проблема очень большая, потому что происходит русификация населения и достаточно быстрыми темпами, но это зависит не от вывесок, это зависит от того, как сами люди выбирают будущее свое и будущее своих детей. он, между прочим, эту инициативу также поддержал председатель этого комитета Айбулат Хажин. По-моему, это бывший министр образования. Да, да. Цитата: «Я с вами полностью согласен. Засилие идет от иностранных наименований на организациях. Особенно это касается коммерческих организаций первоочередно. Почему для многих коммерческих структур приоритетным является английский язык?» вопрошает господин Хажин. Ну да, почему? Ну, потому что он востребован. Английский — это общепринятый язык общения. Сейчас это место занимает потихоньку китайский. Лет через 30 вполне возможно, что он станет по Вытеснит. использованию там первым или вторым. Вот, имеется в виду межнациональном использовании. Понятно, что на китайском говорит больше всего населения в мире, но я имею в виду межнациональное. Поэтому все зависит от востребованности. А здесь, между прочим, несколько дней назад Путин в Кызыле на разговорах о важном в одной из школ Кызыла он заметил, что маленькие члены его семьи разговаривают на китайском языке, да, но при этом он призвал не отказываться от английского, поскольку мы конфликтуем не с этими странами, а с их элитами. Но я скажу, вопрос в том, что мы должны говорить о конкурентности наших специалистов. Если ты не знаешь языка английского, да, то ты многие вещи не узнаешь, что происходит в науке, технике, культуре, и в результате ты ограничиваешь себя в развитии. Другое дело, что не надо, чтобы это было превалирующее, и забывать свой родной язык. Вот это важно. Потому что взять многие страны, у них английский на хорошем разговорный английский, как бы вот во многих странах присутствует, в частности в Голландии. Но они при этом великолепно знают голландский. Так что будем? Какой путь выбирать? Не надо выбирать путь Кореи Северной, которая как бы вот мы все сами. Но надо понимать, что если мы хотим быть успешны в этом мире, мы должны принимать те правила игры, которые там установлены. Или же, если ты доминируешь над этим, как, допустим, сейчас в США, устанавливать эти правила. Но у нас нет таких ресурсов, чтобы это делать. Значит, надо идти на какой-то компромисс. Скоро вот сейчас будет устанавливать такие правила, и некоторые правила устанавливает Китай, там Евросоюз и потихоньку Индия. Вот. Ну, будем такой же мощью обладать, как Индия, Китай, то да, мы сможем тогда, может быть, что-то говорить, и будут все учить русский, чтобы быть в курсе новостей, науки и культуры. А вы хоть что-нибудь по-китайски знаете? По-китайски нет. Хорошо. Между прочим, у нас не оставляет ВЭФ, и вот еще новости оттуда. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 октября предоставить предложение о поэтапном перемещении офисов государственной компании из Москвы в регионы. И вот тут последовали цитаты глав регионов. Например, губернатор Магаданской области Сергей Носов, цитата: «Решение, на мой взгляд, абсолютно правильное, все регионы это поддерживают. У нас, наверное, такого министерства или таких компаний с госучастием, которые бы вели основную операционную деятельность в нашем регионе, нет. Понятно, что компания там Росгидро громадная, по-моему, она у них там присутствует, но так или иначе. В общем, все хотят заполучить себе
Крупные офисы крупных госкомпаний. Представляете, какой-нибудь условный ВТБ поедет из Москвы со всем офисом, бухгалтерией, условный Магадан. Ну, понимаете, должна быть инфраструктура. Мы не должны Так это даст ухудшать. толчок для развития в регионах. А даст ли этот толчок развития экономики? Вопрос же как? Вот смотрите, есть понятие коммуникация. Если в этом регионе есть хорошая транспортная доступность, то почему бы нет? В Германии, посмотрите, там полная децентрализация. Там в Берлине не так много Да, офисов. сидят в основном по землям, да. Они там... Это же не правительство Германии, не президент, ну, он там, конечно, номинальный, но указал им, потому что там есть хорошая транспортная, информационная и прочая доступность. Если это будет в других регионах, и это будет дешевле, они сами переедут. А так, ну, Москва действительно, она крупная, такой полис, который он, в принципе, отвечает этим условиям. Если будет предложено что-то лучше, я считаю, они сами переедут, а силовое, ну, перевезут. Вот перевезли, допустим, Конституционный суд в Санкт-Петербург. Что-то изменилось? Кто-то заметил это? Нет. Мы должны исходить из теории смыслов, потому что переезд любой компании — это дополнительные средства, и организация коммуникации — это тоже деньги. Это деньги из экономики. Они вместо того, чтобы развивать свое производство, они будут развивать свою офисную деятельность где-то в регионе. Вот. Потому что переезд в Санкт-Петербург Конституционного суда — это были миллиарды и миллиарды рублей. Вот. А теперь представим, Роснефть переезжает в Уфу, да? Представьте, сколько денег надо потратить, чтобы Это они где переехали. такое здание найти для начала? Но надо построить, надо сделать. Это я говорю про то, что когда вот создание вот этих всех вещей породит много проблем, к которым регионы не готовы. Дело в том, что новая корпорация, переехавшая, это не только новые налоги, но это и новые расходы, которые нужно будет понести, потому что любое, допустим, жилье, которое будут строить, кто будет их обслуживать? Город. Транспортную доступность надо обеспечивать? Надо. Кто это будет делать? И если это все посчитать, то может оказаться, как бы, может быть, не совсем хорошо. И, кстати, некоторые корпорации есть в регионах. Например, Сургутнефтегаз, он в Сургуте находился всегда. Тот же Уралсиб у нас в свое время в Уфе уже был. Так он был, потому что изначально был Башкредитбанком и был региональным, Я понимаю, банком. но почему он переехал в Москву? Потому что ему удобнее работать из Москвы. Потому что центр всех принятия решений находится в Москве. Вот когда будет децентрализация, и в том числе власть, у нас вся власть сконцентрирована в Москве. И все вопросы надо решать в Москве. И что-то такое будет, переедет центральный офис. Но там будет представительство, которое, наверное, будет занимать 20-30% от офиса центрального. И плюс к этому постоянно будут ездить. Потому что для того, чтобы, допустим, Сечину что-то решать с Путиным, да, Путин же не поедет куда-нибудь, ну, в Вологду, к примеру, я говорю, да. Сечин приедет в Москву. А значит, ему что нужно? Жилье. Ему нужна гостиница, прочее, прочее. То есть вот это все посчитать, я не вижу большой выгоды. Ну, вы привели пример Германии, но на самом деле там ведь это обусловлено историческими какими-то моментами. Тоже Мерседес сидит в Штутгарте не потому, что ему приказали, а потому что, собственно говоря, он там и родился. Или Бош, он тоже в пригороде Штутгарта сидит. Тоже потому что оттуда... Вопрос в том, что в Штутгарте условия лучше, чем в Берлине или в Бонне. Надо создавать эти условия, они сами будут приезжать. Сами. Какие условия созданы в Уфе, допустим? Я не вижу, что когда нужно какому-то руководителю крупной корпорации срочно поехать в Нидерланды, допустим, я понимаю, это западная страна, представим, допустим, Каракас, да? Вот, он будет лететь в Москву, а из Москвы лететь уже туда. Он свое время потратит на дополнительные поездки, которые, ну, это дорогое время, они дорого стоят. И это тоже надо учитывать. Нет инфраструктуры, транспортной доступности, информационной доступности. Что такое крупная корпорация? Это большие каналы связи. Это большие... То есть там очень много чего надо. И поэтому я не сторонник вот такого директивного перехода. Вы считаете, что затея удастся, или это просто, как всегда, все закончится
сотрясанием воздуха? Если Путин даст разнарядку, выполнит, не думая. Понятно. Как вы оцениваете приключения Павла Дурова в Париже? Это как стремление спецслужб всех государств контролировать обмен информацией или как некий глобальный конфликт между крупными такими медиакомпаниями и государствами из растущих влияний? Ну, я думаю, медиа, вот, как сказать, это не медиакомпания, да, это информационная больше сети, да, социальная. Социальная сеть. Но я как посмотрел, Илон Маск и там, если взять другие владельцы, они не в восторге, что произошло здорово. Да, там куча историй, что, оказывается, Да. суд в Бразилии запретил Да, сеть да, X, да, и да. VPN запретил. Во-во-во-во-во. И поэтому, я думаю, вот это не корпоративный спор. Второе, парадокс заключается в том, что когда это было объявлено, многие пользователи мессенджеров стали переходить в Telegram, потому что они стали ожидать, что там защищенность их данных лучше, чем в других. То есть, с одной стороны, да. А выяснилось-то? Ну, что выяснилось? Но мы не знаем. Мы вот как бы вот слышим определенную новость. Я думаю, прежде всего, это спецслужбы, которые хотят... Все спецслужбы хотят контролировать информационные потоки. Это не только Франция, это и российская, это и американские власти. Вот. И я думаю, что они хотят, но дело в том, что тут много сталкивается интересов, потому что никто не заинтересован из вот этих магнатов информационного рынка, чтобы Дурова наказали, потому что следующим, кому придут, это будут они. И здесь, я думаю... Поэтому они сплотились. А? Поэтому они сплотились. Они сплотились в этом, и не только они, и многие люди тоже, потому что есть определенные моменты, к которым стоит соглашаться, что есть правонарушитель, который использует эти сети, не только сети Telegram, с ними надо бороться. Надо вырабатывать какие-то единые алгоритмы, но сохранность частной информации, частной жизни, я считаю, должно быть превалировать, если это не угрожает интересам общества. Как думаете, в конечном итоге Дуров окажется в Бастилии? Я сомневаюсь. Договорятся, в общем. Вопрос не сколько договорятся, сколько, я думаю, это черная метка всем вот этим сетям, и все смотрят, что произойдет дальше. Почему, кстати, это происходит во Франции, а не в Соединенных Штатах Америки? Штаты же тоже могли это инициировать. Но тогда они вынуждены были инициировать уже против его коллег. Вот. А Франция, она как бы вот такая удобная страна для этого. И они смотрят. Потому что если получится что-то, то хорошо. Не получится, но все как бы Франция будет отдуваться. Но я не думаю, что это будут серьезные последствия для Дурова, но я думаю, будут серьезные последствия для взаимодействия государства и сетями. Ладно, вернемся снова на нашу землю. Минтруд Башкирии предложил установить внутренний республиканский мат-капитал. Мы только что с вами говорили о демографии. И вот, пожалуйста, реальные шаги. Мат-капитал в размере 300 тысяч рублей. Такое предложение в заседании Комитета Госсобрания по здравоохранению озвучила Ирина Небогатова. В частности, семейный капитал предлагается выплачивать женщинам до 35 лет в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка после 1 января 2025 года. Ну, как вам шаг? Все же на пользу. То есть, если женщина родит в 36 лет, она как бы... в пролете, да, получается? В пролете. А почему? Чем эти... Понимаете, вопрос состоит в том, что у нас начинает рождать позже, там, в 29 лет, 34. И если это, вот, если взять третьих детей, которые рождают, очень многие рождают после 40 лет. У нас же здесь Ленара Иванова была, помнишь, она сказала, что качественные дети, это цитата, извините, качественные дети, получается, по-моему, до скольки? Я тоже не помню. До 25, по-моему, я точно не помню. Вы знаете, вот это... А что такое качественное и некачественное? Вот должны быть критерии четкие, обозначаемые. Это первое. Второе... Качественные и некачественные дети, критерии? Не, ну, если мы говорим о... Вот кто тоже заявляет это... Евгеникой пахнет. Не, я говорю про другое. Что такое некачественный ребенок? Я про то, что... Давайте говорить, если мы говорим, какие критерии, на основе чего она это заявляет. Не в то, что есть качественника, а она говорит, будут некачественные. В чем
некачественность этого ребенка. Там имеется в виду по здоровью, по всей видимости. Не, здоровье, но вы знаете... Уже целый год прошло, просто не помню. Вы все знаете, реплики. я скажу так, вот у меня дети последние родились, моей жене было больше 30, и что? Ей надо было отказываться от рождения? Мгм. Это как? Это вот это как раз Евгеника и называется, что вот до этого мы помогаем, а дальше не помогаем. А в результате мы получаем то, что у нас рождаемость падает. Вообще, честно говоря, Иванова является идеологом вот этой деградации демографической политики, деградации демографии, и она как бы вот уже сколько, свыше 10 лет, получается, руководит этим процессом. Благодаря ее действиям и инициативам, которые реализованы нашим руководством республики, наше население сокращается, коренное население сокращается. И поэтому надо прежде всего устанавливать условия для того, чтобы это счастье, трудное счастье, было у всех желающих. А у нас получается, что когда приходят мамы из школы, допустим, Бурзянская школа, да, или там еще можно взять другие, получающие 30 тысяч рублей, что она на эти деньги, как она детей будет воспитывать? Она даже образование высшее не сможет дать ребенку, потому что на эти деньги самому человеку прожить невозможно одному. Ага. Это Иванова, да, цитата? Вот нашли цитату: лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Это было год назад сказано. Она специалист в этом? Она врач? Кто она по профессии? На основании чего она основывается? Где исследование? Начинается с того, что, вот знаете, в связи с этим, это далеко не так правда. все-таки мат-капитал, а благо внутренний наш, республиканский. Мат-капитал должен быть, но эта мера не сильно увеличит рождаемость, потому что, во-первых, там указан возраст, который, я еще раз говорю, 3-4 ребенка в среднем рождает после 35 лет. Вот возьмем вот это, с этого начнем, да? А их, значит, не будет касаться. И что? И потом 300 тысяч, понимаете, это единовременная мера, а ребенка-то надо кормить каждый день. Что такое материнский капитал? Ты можешь потратить только на жилье, там еще что-то, а на текущее содержание ребенка. И ему сколько памперсы стоит? Сколько детское питание стоит? За счет чего? Поэтому вот почему не обратите внимание, допустим, на опыт Франции, Дании, где делают так, что выплачивают определенные компенсации. Я считаю, надо при рождении 3-го и последующего ребенка выплачивать пособие вне зависимости от доходов семьи где-то на уровне прожиточного минимума. И тогда действительно это позволит снизить разрыв в доходах между среднедушевых доходов семей с детьми и семей без детей. Этот разрыв во многих случаях достигает 2 раза. Понимаете, это вроде цифры, а когда мы начинаем считать, что после необходимых расходов у них нет денег, и многие поэтому не платят квартплату, многие не платят другие обязательные платежи. У них просто нет денег на текущее содержание детей. Это же все видят. И почему не принимаются меры? Ага. Хорошо. Если мы говорим о деньгах, то вот вам еще одна выплата, на самом деле, может быть, даже хорошая инициатива. В Башкирии срок выплаты по 505 тысяч рублей контрактникам продлен до ноября. А раньше было до 31 августа. То есть все-таки людям еще больше денег привалит. Как вы к этому относитесь и насколько бюджет потянет такие выплаты? Тут не так много людей идет. Это же цена крови. Мы не знаем, сколько идет на самом деле. В принципе, оценки есть. Вот суть про другое. Это плата за кровь. Многие не возвращаются. Где-то, наверное, 10-15% потерь. Мы не знаем, у нас нет. У нас нет, я предполагаю. То есть, если человек с большой долей вероятности идет на смерть, то мы должны как-то это его отблагодарить, как бы так сказать. Тем более многие, они ведь имеют семьи, имеют
детей, которых надо воспитывать. И если с ним что-то случится, ну, эти деньги пойдут на благо его детей. Поэтому, ну, как сказать, любая потеря жизни любого человека — это горе. Но, с другой стороны, раз государство установило определенные, то есть, правила игры, то есть СВО происходит, она должна компенсировать тем, которые реально рискуют своим жизнью. Хорошо, принимается. Далее у нас осталась такая тема насчет одного из крупных предприятий республики. Вот Башкирия намерена продать 59% уставного капитала компании «Башкиравтодор», это вся доля которой находится в собственности республики. То есть, получается, мы таким образом закрываем кассовый разрыв, или для чего это? Это просто выход государства из крупного дорожного бизнеса. Ну, давайте так. Государство во многом довело его до этого состояния. Потому что многие контракты, они априори не... То есть, вот, по которым они заключали контракты государственные, издержки не покрывали. Частично уже, допустим, порядка, я точно не помню, 200-300 миллионов ему передавалось недавно имущество, которое успешно было передано за долги, как я понимаю. Вот, но в целом я считаю, что это благо для республики, потому что Башкиравтодор — это прежде всего коммерческая организация, которая приносила убытки. И дело в том, что то, что они делали, могут делать любые другие структуры. Их в России много, а дальше уже надо смотреть, потому что содержать Башкиравтодор, прежде всего, мы содержим даже не тех людей, которые там работают. Они, в принципе, найдут себе работу, потому что объемы работы, они останутся. Но содержание менеджмента, который неэффективен, но на него тратились сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. Пусть этот частный собственник наведет там порядок. Я тогда вам пример приведу другие ГУПы. Это тоже Башавтотранс, не особо прибыльный актив, да, но он же социально важен, так и Башкиравтодор. Автомиг прибыльный? Так ему тариф подняли. И сделали регулируемый тариф ему сделали. А что, Башавтотранс по другим тарифам работает? По нижним? Нет. Вы посмотрите, какие компенсации получает за регулируемый тариф. Разница в тарифе, образно говоря, 2 рубля, а ему выплачивается на уровне 17 рублей. Так что это модель бизнеса, которая неэффективна. Почему частные перевозчики работают эффективно с прибылью, а государственные нет? Они на тех же маршрутах. Им лучшие маршруты отдают. И тем не менее. Почему? Вот. И здесь, я считаю, прежде всего, мы вот эти все государственные структуры, если мы посмотрим, Башспирт, прочее, менеджмент получает великолепные зарплаты. А результативность очень зачастую отрицательная. Отрицательная доходность, прочее, прочее, прочее. Поэтому я считаю, что лучше работать честно на рынке транспортных услуг, чтобы платили как положено, потому что, если я не ошибаюсь, в прошлом году было запланировано 800 миллионов рублей субсидий за счет выпадающих доходов. Основная сумма — это Башавтотранс. Частные перевозчики, если сейчас Автомигу что-то дадут, то это хорошо, а другие, они этим не пользуются. Ну что же, и в завершение этого выпуска, 2 года на минувшей неделе исполнилось, как не стало Михаила Горбачева. Оцените все-таки его достижения сейчас по прошествию стольки лет. Я скажу так, благие намерения привели в ад. И так получилось, что я в юности жил в районе, откуда сам Горбачев. Красногвардейский район Ставропольского края. Я там учился 2 года в школе. Ну, родители переехали. Вот. Я скажу так, кумовство там было точно такое же, как везде на Северном Кавказе. Вот. И то, что он многие идеи стал реализовывать, он не просчитывал многие вещи, и как государственник он, к сожалению,
один из авторов развала Советского Союза. Он вместе с Ельциным несет эту ответственность, потому что Советский Союз мог сохраниться. И другое дело, он должен был трансформироваться, и на угрозы, которые возникали, надо отвечать было своевременно. Как, например, Прибалтика в конце 80-х, они вообще просили особый статус сначала. И если бы этот особый статус дали, они бы, наверное, и остались. Но там развивался перманентный конфликт, который был неуправляем. В результате население, которое там живет, решило, что они должны жить вне России. И это стало катализатором во многих процессов, которые пошли. И, кстати, те же карабахские конфликты, вспомним, в конце 80-х, это погромы турок-месхетинцев в Ферганской долине. Если все эти события вспомнить, Сумгаит, это все в его правлении, когда он своевременно не реагировал на эти угрозы. Надо своевременно реагировать и купировать. А что-то надо приводить, изменять систему. Он хотел оставить систему, но в то же время быть для всех хорошим. Он искал консенсус, когда надо находить решение. Давайте справедливости ради скажем, что на это время пришлось огромное количество технологических природных катастроф. Это Чернобыль, Спитак, Утиляк и так далее, где он тоже пытался отреагировать, и как-то, мне кажется, он правильно это все делал. Как антикризисный менеджер. По Спитаку, кстати, то, что мост, который строился у нас долго через Белую, долго строился из-за того, что туда увезли эти конструкции. Но я говорю, по Спитаку это, можно сказать, природная катастрофа. Но, допустим, Чернобыль — это, извините, человек. Система управления деградировала. Это та ситуация, когда к управлению государством приходит дилетант с благими намерениями. И вместо того, чтобы учитывать опыт и компетенцию существующих людей правильно, начинает что-то придумывать новое, и в результате получается еще хуже. Потому что он начал, допустим, кооперативное движение, но в то же самое время он отказывался от регулирования цен, то есть он пытался регулировать. В результате этого произошел этот выброс денег, которые были. Потом, если в 80-х, конце 80-х пошли эти разборки, потому что, эти цены, они были регулируемы, а были на кооперативном рынке нерегулируемы. И многие просто-напросто за взятку покупали товар, который был дефицит, и с тройной наценкой продавали. Ларечник получал зачастую за день больше, чем директор завода за месяц. И в результате возник такой гражданский конфликт, когда этих ларечников никто не охранял. В результате этого мафия подобрала, потому что они видели, что под свою охрану другие скооперировались, создали свою, и в результате пошел криминал. Это если вспомним, в конце 80-х, начало 90-х, это были перестрелки, начиная с Москвы, кончая Екатеринбургом. К сожалению, здесь, кстати, можно отдать должное Рахимову, который многие вещи в Уфе купировал, что у нас не было такого разгула преступности, хотя преступность была очень высокая. Насчет развала уточню. Вы, понятное дело, это риторика коммунистическая, вам скажут в комментариях. Ведь это как ЧП сорвало переподписание союзного договора 2. А кто создавал ГЧП? Коммунисты? Но не Горбачев. А как понять? Вопрос в том, что ситуацию, которую он 91 год, это уже последствия нерегулируемые, которые ушли перманентный такой характер, что уже остановить, как летит машина свыше 100 километров, а тормоза не работают. И остановить двигатель невозможно. Вот этот момент был Советский Союз. Надо до разгона этой ситуации, надо было принимать меры в 87-м, 88-м, 89-м году. Тогда многие вещи воспринимались по-другому. Нельзя быть наполовину беременным. То
То есть либо ты что-то делаешь, идешь до конца, либо это не делаешь. Вот взять Китай. Он был в еще худшем состоянии. И там был Дэн Сяопин. К сожалению, такого Дэн Сяопина в российской истории не появилось. И в результате мы получили Ельцина и развал экономики. А они почти Тяньаньминь. А? А они почти Тяньаньминь и танки. Танки, но в конечном итоге они получили процветающее государство, процветающую экономику. Они сумели найти как вот середину некую. Я не хочу сказать, что там все идеально, но они сумели решить ряд проблем для населения. А у нас не так ничего не сделаешь. И многие проблемы, которые Китай заявляет, он решает. У нас многие проблемы заявляют, но не решает. Вот это самая главная российская проблема. И успевают на этом еще заработать. А, это очень хороший бизнес. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти в эфир. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что завтра в 13 часов в программе «Аспекты мнений» экономист Наталья Зубаревич, экономист ЦЦОК. С вами, надеюсь, мы увидимся еще в течение осени, и будут хорошие, интересные поводы для беседы. Благодарю вас. Я надеюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго.